Депутатом парламента может стать гражданин Кыргызской республики, достигший 25-летнего возраста, имеющий высшее образование. Не судимый, не член ОПГ, не лицо, которое после завершения своей религиозной деятельности в течение 5 лет, если он не занимался этой религиозной деятельностью, может. Что еще? Не могут быть лица, я сказал, члены ОПГ и лица, чья судимость даже снята или погашена. Вы понимаете, да? Раньше, например, вот человек был осужден, но по истечении определенного времени, либо решением судебной инстанции его судимость снималась, либо по истечении определенного срока она погашалась. То есть человек считался несудимым. Теперь законодатель ввел норму, что в случае даже, если человек был осужден, и его судимость погашена, либо снята, он не может быть депутатом парламента. И давайте я вам, как юрист, скажу правильнее. Например, уголовное дело прекращено в отношении того или иного лица за отсутствием состава преступления, за отсутствием события преступления, либо за недоказанностью вины. В данном случае человек считается реабилитированным. Он имеет право участвовать на выборах. Теперь другой случай. Уголовное дело расследуется в отношении того или иного гражданина, оно прекращено по нереабилитирующим основаниям. Он не имеет права участвовать. Это как срок давности, например. Да? Например, применение срока давности, амнистия, или лицо перестало быть общественно опасным, либо другие моменты. То есть реабилитирующее основание дает возможность участвовать на выборах. Это по уголовным делам, прекращенным производством. По тем же делам, которые суд рассмотрел, я это уже объяснил. И судом, если вынесен оправдательный приговор по тем же основаниям: отсутствие состава, события, недоказанность, он считается чистым и имеет право участвовать. По другим, по нереабилитирующим, он не имеет права.